Всемирный абхазо-абазинский конгресс при поддержке Минздрава провел заключительную перед летними каникулами диспансеризацию в селе Джирхва. В общей сложности в тот день удалось осмотреть более 70 учеников. На один день здание школы превратилось в амбулаторный пункт. 7 профильных врачей обследовали здоровье детей. Напомним, что диспансеризация стартовала в начале этого года. За это время 27 врачей и 20 медсестер осмотрели 718 человек. В их числе 605 школьников и 113 учителей. Таковы итоги первого этапа проекта, который финансируется из личных средств председателя Высшего совета ВАК Мусы Экзекова. Организаторам было важно охватить максимальное количество школьников для глубинного анализа здоровья сельских детей. По словам инициатора проекта Изольды Хагба, он стал одним из самых любимых для всей команды. Каждый выезд приносил большое удовлетворение и чувство сопричастности к очень важному и полезному делу. В каждую диспансеризацию выезжает 7-8 профилей врачей. 7-8 профилей врачей за один день в городе обойти практически невозможно. И это очень затратно финансово тоже. Поэтому мы пользу от этого проекта видим разностороннюю. Как поддержка многодетных или социально необеспеченных, или у кого затрудненное положение семей. И так, конечно, по здравоохранению, потому что совершенно очевидно, что будущее любой страны – это дети. А здоровые дети – это самое главное. Медицинский осмотр школьников выявил разные проблемы, среди которых и несколько серьезных патологий, о которых не знали ни дети, ни их родители. Второй этап диспансеризации школьников намечен на сентябрь. Завершился и первый этап проекта «Ирдспем». Заключительная лекция прошла на исторической поляне в селе Лахна. Для более 60 учеников школ Лахны и Дурипша лекцию провели этнолог Марина Барцец и историк Руслан Гожба. В общей сложности с начала года было проведено 10 лекций для 400 учащихся из 13 школ Гудаутского района. По-прежнему команда Конгресса уделяет особое внимание вопросам сохранения и развития родного языка, культуры и традиции. Координационный совет женщин при ВАК запустил серию дискуссий по теме Апсуара. О важности преподавания Апсуара как предмета говорили на встрече с преподавателями и руководителями образовательных учреждений города Очимчира и сел района. На первом этапе планируется проведение дискуссионных встреч в 3 районах Абхазии – Очимчирском, Гудаутском, Тхварчальском. Проект направлен на внедрение основ морально-этического кодекса Апсуара среди молодого поколения. В июне команда Конгресса приняла партнерское участие в организации проведения первого чемпионата по футболу среди школьников Очимчирского района. ВАК взял на себя часть транспортных расходов. Кроме того, Конгресс обеспечивает информационную поддержку игр. Также ВАК организовал 3 праздничных мероприятия для детей в новом районе столицы по улице Адыгейская и в селе Чгярда. Продолжилась работа по проведению историко-этнографических лекций для учеников. Было 2 выезда в села Баслах и Отхара. Проект Аймадара также получил продолжение. Для детей из Кутола, Гала, Нового Афона и Аци были организованы познавательно-развлекательные мероприятия. Мы открыли еще одно местное отделение в селе Хабста Гудаутского района. Важно здесь отметить, что по всему Гудаутскому району теперь есть у нас представительство Абхазо-Абазинского конгресса. И, конечно, были текущие моменты, текущая работа по заявкам, по инициативам. Например, в село Адзубжа мы приобрели спортивный инвентарь для детских спортивных секций. Это футбольные мячи, волейбольные, баскетбольные. И также, конечно, была закуплена еще сетка волейбольная. Работа с местными отделениями также будет дальше интенсивно продолжаться. И все заявки, все инициативы, которые поступают нам с местных отделений, по возможности будут реализовываться. Викторину Абаза, посвященную истории и культуре Абхазии, подготовили и провели сотрудники отдела ВАК по развитию молодежи и физической культуры совместно с членами интеллектуально-творческого клуба «Дюна». Участникам задавали вопросы об истории Абхазии, традиционных танцах и песнях, национальной кухне, народных ремесел и архитектуре. Команде, занявшей первое место, вручили башлыки ручной работы. Цель данного проекта – популяризировать знания об абхазо-абазинской национальной культуре. Новый проект «Атура»
Ростенхапипша запрезентовали в пресс-центре ВАК. Проект будет состоять из 30 коротких документальных фильмов на абхазском языке об истории Абхазии от эпохи Палеолита до 1965 года. Планируется выпуск 2 фильмов в месяц. Всего будет снято 30 документальных фильмов. В планах организаторов добавить к видеороликам русские субтитры. В прежнем режиме работает информационный отдел Конгресса. Ежедневно официальный сайт публикует материалы о деятельности организации. В скором времени планируется и презентация телеграм-канала. Эсма Джикерба, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.